вроде все началось у нас. Как нас слышно? Сколько нас человек смотрит? 6 человек, по-моему. Мы тестируем новую программу для трансляции, поэтому в чат можете написать, как нас слышно, как нас видно. Сейчас еще Бекхан должен присоединиться. محمد بقى خصيت ترسم Да? شوية بتكلم في عام شوية Да. يحيى حكام الآتي يس الذي Вот, Ассаламу Бекхан. алейкум еще раз. Валейкум Валейкум ассалам. وعليكم السلام السلام. ورحمة الله Мы وبركاته. уже в прямом эфире, товарищи. Немножко Мгм. опоздали, может, но включились. Давайте сейчас проверим трансляцию. Ребята нам в чате отпишут, как все работает. Единственное, я не вижу наших камер почему-то. Даже на трансляции есть камеры. Я не вижу наших камер почему-то. В чем может быть причина? Прикинь, Чего даже, нету, Ислам? нету ваших камер почему-то. Хотя мы включили их в Яндексе. Слышно хорошо, пишут. А камеры почему-то не транслируются. Ну, это с ОБС, походу, что-то. Либо с этим ОБС, походу. Либо с этим. Слышно меня хорошо, Ислам? Да, не, пишут, что все хорошо. Слышно меня хорошо, Ислам? Да, не пишут. О, сейчас видно. Слышно меня хорошо? Я что-то нажал, не знаю. О, сейчас видно. Я что-то нажал. Так. Давайте подождем немножко, люди подключатся еще. Да, голоса дублируются, пишут. Ага. Ну, сейчас не будет, сейчас нормально все будет. Короче, решили настроить трансляцию через ОБС, и вообще я 2 дня пытался понять, что здесь происходит. Поэтому не обессудьте. Сейчас должно все нормально быть. И голос, и картинка. Единственное, у Ехи нет камеры, а все остальное должно работать. Напишите в чат плюс, если все работает. Все работает. Отлично. Всем ассаламу алейкум. Сегодня просто собрались обсудить прошедший буткемп в Solvo, обсудить, как эффективно обучаться, если кто-то самостоятельно учится там, на онлайн-курсах, эффективность этих курсов вообще, как стоит правильно подходить к самообучению, к образованию, к современному образованию. У каждого из нас немаленький опыт есть в этой сфере. Может быть, у зрителей есть свои истории какие-то. По крайней мере, многие вот в этом месяце даже многие ребята мне писали о своем опыте в Яндекс.Практикуме, в Skillbox, насколько это курсы, содержащие воду, так скажем, и по факту не сильно там делается упор на образование, больше на коммерцию. Вот. Поэтому будем обсуждать такие вопросы. Если будут вопросы в чате, тоже их прокомментируем. У нас в Телеграм-чате тоже, в Телеграм-канале есть пост, под ним тоже там была дискуссия, видели. В общем, давайте начнем. Представлю гостей. Ну, наверное, многие знают уже. Единственное, вот Мархиев Мухаммад, это один из первооткрывателей подкаста «Интернет». Правда, был он всего 1 раз здесь, вот это во 2-й раз. Вот, очень приятно с ним здесь находиться. Баркал, что пришел. Очень ждал. Бекхан Зармотов, это руководитель Solvo. И Яхья Мистоев, это фронтенд-разработчик с большим опытом и преподаватель в Solvo. Он провел первый буткемп, который шел там 4 месяца, 5 дней в неделю, по 5-6 часов. Вот. И обсудим. Давайте начнем с Яхьи. Яхья, ассаламу алейкум. Алейкум салам рахматуллах. Расскажи, немного расскажи о себе. Как вообще стал фронтендером? Почему захотел стать фронтендером? Про фейлы, про успех. Могу прям сначала рассказать, когда я уже начинал прям.
Ну, прям все это началось, когда я поступил в университет. То есть это было где-то в 17 году. Мгм. Да, в 17 году я поступил в университет. Вот, я поступил на техническое направление. Там уже я вообще не знал, что такое программирование. То есть все прям был абсолютно ноль в этом. Ну, там началось там разные языки C, там C++, C#, там Java, Kotlin. И мне это не зашло, я увидел там направление фронтенд-разработчика. Вот так началось все это. Там началось верстка, HTML, там CSS, JS. Потом постепенно, через года два, я начал уже к React. Ну, уже серьезно Ты учился сам, да? подошел, да. Да, я учился сам, самоучка. А где ты находил уроки, курсы, там, на торренте, в Ютубе? Я основу изучал на Ютубе, читал статьи, а так уже набирал уже больше уже опыта, уже открывал open source проекты на GitHub. Мгм. Чекал, разбирал каждый проект. Потом уже где-то года 3 назад нашел первую работу. Там уже это была уже коммерческий проект. Там где-то было два фронтенда разработчика, один бэкенд разработчик. Там я проработал где-то несколько месяцев. И ну, уже где-то, это было уже в третьем, втором курсе, не помню уже, на самом деле, когда это было. Ну, вот так вот. Я оттуда ушел. Мгм. Потом уже через некоторое время нашел новую работу. И там уже тоже отработал полгода где-то. Команда была не из самых лучших, если честно. Тебе пришлось учить их. Да, не учить, а тимлид был такой, не знаю, странный. Понял. Вот так уже дошел до определенного уровня. Сейчас последний работал уже, то есть работал над одним проектом, то есть это был европейский заказ, то есть там у нас была общая команда, это последняя работа, где-то полгода, сколько, 8 месяцев, наверное, уже было, Мгм. 8 месяцев назад. Там это был проект аренды офисов. То есть там на самом деле сложный проект был, там 3D-модели разные, карты разные. Также спутник даже подключали через браузер. То есть там можно было все видеть, прям ходить внутри самого проекта. То есть проект большим, огромным. Там я в основном занимался оптимизацией проекта. То есть он был на Next.js. Мгм. Вот. Около уже, сколько, уже 5 лет я про фронте уже. А можешь поделиться своими главными неудачами, так скажем? Ты же, ну, тебя как шло обучение? Ты типа вот начал и прям пошел, прям не останавливаясь? Не, на самом деле, когда изучаешь сам, самоучка, нет ментора, не знаешь, что сделать правильно, что нет. То есть бывает, что мотивации вообще нет, забрасываешь. У меня было где-то несколько раз, то есть забрасывал, прям снова потом мотивация появлялась и заново начинал все это изучать. Максимально я бросал где-то полгода, то есть полгода ничего не изучал, прям интерес пропал полностью. Ну, потом я снова начал, и вот так. То есть, когда учишься сам, это сложно. То есть, когда нет ментора, это вообще... А когда есть кого спросить, то есть прям сразу же можно ответить, ты что-то делаешь, у тебя не получается, да? У тебя есть человек, которого можно попросить, там, что я не так сделал, да? Он сразу там может ответить, вот так, это неправильно, там, может код-ревью провести там, Мгм. и уточнить, что не так, что не сделал. Вот. Вкратце, если говорить, то так. Окей. Бархам. Бирхан, давай тебе слово тоже дадим. Расскажи немного. О чем рассказать? Ну, расскажи вообще, как встретился с их и... Uh, It was long time ago. Ну, Почему позвал ну, Ехью? Ты был знаком с его опытом работы с ним? ну, мы вот все знаем, что когда мы соло запускали, в первый раз, мы его запускали как такой не bootcamp проект, а образование в виде light
потому что люди очень сильно заняты, они работают Мгм. 2 раза в неделю по 1,5 часа. До того, как запустить, получается, этот режим, я советовался с другими нашими очень хорошими знакомыми, специалистами, ввиду того, что мы заняты, учимся, работаем, гулкаш там, и так далее. То есть мы выбрали такой режим 2 раза в неделю по 1,5 часа. Вот. И потом потребность буткемпа, наверное, тоже выросла, и мы, соответственно, решили все это запустить. Но мы не могли сразу запустить буткемп. Я изначально, когда соло открывал, я и хотел буткемп открыть, но я понимал, что нельзя сразу же открывать, потому что нужен был некий опыт работы. И когда мы первый раз запускались, у нас было несколько преподавателей по дизайну, по программированию, по питону, по веб-программированию, было несколько преподавателей. С каждым разом, получается, когда время идет, меняются технологии или видоизменяются, и ты должен понимать, как руководитель, что тебе нужны мощности в плане преподавателей. Вот. И я начал уже искать другого преподавателя, который будет в последующем уже работать на буткемпе. Через знакомых спрашивал, потом давал объявление. И как-то мне скинули номер Яхи, номер скинули. Да, мы с ним встретились, поговорили, рассказал ему про наши условия. Ислам, по-моему, ты тоже был, да, первый раз, когда мы встречались? Не, я, по-моему, на первом разе не был. Или Тебя был, не было, точно да? не помню. Ну, до этого, помнишь, наверное, помнишь, да, мы с другими разговаривали, с третьими разговаривали. И в итоге мы остановились именно на Яхье, в первую очередь. Его очень хороший бэкграунд, то есть человек, ну, если он самоучка, то хорошо, но у него была еще специализация, то есть он учился на технаря, технические специальности, как я сам проходил именно через эти специальности, там они учат очень много математики. Технарь, который самоучка, грубо говоря, и технарь, который перешел через математику или же математические науки, это, мне кажется, какие-то, то есть разные специалисты, Мгм. их разный подход. Вот. Окей, окей. И, да, и, соответственно, да, мы его выбрали, как говорится, и начали с ним работать. Как вам кажется, вот сегодня на самом деле вообще как-то время сильно поменялось вот за последние там 10 лет, наверное. Раньше было как-то легче настроиться, легче учиться. Вот эти последние там 10-15 лет, да, после появления гаджетов, там, огромного количества информации, у нас загруженность мозга очень высокая, нам тяжело учиться на самом деле, нам не хочется учиться. И в связи с этим многие там компании для своих сотрудников внедряют геймификацию, да, образования, там, в том же Мегафоне, УТС, ну, в больших корпорациях, там не только в айтишных. У них стараются там сделать в виде игры что-то, да, в виде там даже приложения какого-то, да, где обучаются сотрудники. Вот у меня есть опыт там общения с людьми, которые в этой сфере работали, и они говорят, что это намного эффективнее, это вызывает азарт, естественно, но, в общем, прошлая вот эта форма образования, так скажем, да, там, когда мы учились, нам сейчас 30-35, сегодня так не хотят дети учиться, как мы, дети, молодежь, и им даже не то, что они не хотят, они не могут просто, потому что нас окружает там огромное количество развлечений различных, да, там дофигища фильмов, игр, Twitch, YouTube, Instagram, всякие соцсети, киберспорт, и все это, ну, сильно, мне кажется, перестроило наш мозг, как будто бы. То есть мы везде ищем какую-то дозу радости, дозу удовольствия, чтобы не проходило все скучно, серо, черно-бело. Как вы думаете, вообще, возможно ли сегодня учиться как в старые там 90-е, старые добрые времена за книжечкой? Ислам, если вы, в общем, позволите, я на этот вопрос отвечу, так как я в системе образования очень давно. Ну да, ты наблюдаешь вот студентов, у тебя Да. огромное количество, ты преподаешь в Я университете. очень хорошо, я сам учился, получается, в российском университете, допустим, у меня 2 высших образования, получается, у меня российское образование, и плюс я учился за границей. Это разный подход, разные преподаватели. Если, допустим, откроешь любые видеоролики, допустим, преподавателей Гарвардского университета, то есть некоторые курсы оканчивал в этом университете, как вы все знаете,
Вот у них все геймифицировано. Откроешь педагогику, программирование, все что угодно. То есть преподаватель, он как будто со студентом наравне, то есть не понебратство, но и нельзя себя в качестве преподавателя очень сильно возносить. То есть когда преподаватель себя сильно возносит, это для студента это некий барьер. А в основном из того, что я знаю, среди российских преподавателей, они не хотят находить общий диалог со студентом, мол, я сказал, что это закон. Это неправильно. Слишком низко тоже нельзя опускаться, встречаться прям каждый раз со студентами, с ними там какие-то азартные игры играть тоже нельзя, потому что ты преподаватель, ты должен, как говорится, быть на определенном статусе, то есть это понятное дело. Это первое. Второе, допустим, мы сказали насчет подхода. То есть человек может потратить, грубо говоря, 2-3 года стать специалистом, ну так, в общем. Он также может потратить, допустим, 11 лет учебы английскому языку в школах, особо ничего не научиться. То есть мы это все наблюдаем. Это второй момент, подход я имею в виду. И мы все знаем, люди, которые добиваются успеха или же, допустим, по ЕГЭ, или же по английскому языку, или же программированию, они добиваются за счет дополнительных занятий. В частности, сказал бы, именно за счет частных вот этих, допустим, репетиторских центров. Потому что школы и университеты, они, возможно, физически не успевают ввиду того, что у них очень много отчетов, очень много рабочих программ, которые нужно закрывать. И это очень сильно преподавателя отвлекает, и он не может выработать свою какую-то методику. Ему сложно выработать методику каждому студенту. И, возможно, зачастую он даже и не хочет вырабатывать такого вида стратегии. Почему? Потому что он сильно, мол, загружен. Вот. И сами, допустим, мы понимаем, если человеку нужно закрыть ЕГЭ, он должен идти обязательно в центр, в репетиторский центр. Если он должен закрыть, допустим, если он хочет научиться английскому языку, он понимает, что в школах это невозможно, потому что загружены, он выбирает для себя частные центры. А в частном центре, как мы понимаем, то есть там особо поток в группах нету, и, соответственно, больше внимания уделяется детям, и, соответственно, вырабатывается, или же уже есть своя уже методика. И третий момент, Ислам, это определенно пассивность. Мы все понимаем, что ЕГЭ нужно сдать, и мы для этого готовимся год, возможно, 1,5 года. Потому что мы знаем, что необходимость. А на другие вещи у нас такой пассив идет. Ну, мол, это нужно, не нужно. Английский, ну ладно, он не нужен. Там, IT это, возможно, не нужно. Возможно, другому какому-то человеку нужно. Вот. Возможно, вот этот слишком много информации, возможно, в сети, или же там человек уделяет свое внимание на другие какие-то вещи, и он думает, что особо на учебу нельзя как-то реагировать. Тогда как мы понимаем, что в основе, допустим, любой учебы или же нашей работы, она лежит логика. Логику не развивать в течение там полугода или года. Ее развивать в течение, наверное, всей жизни, короче. И, соответственно, если у людей плохо с логикой, с ним очень сложно общаться, с ним очень сложно работать. Вот. Хотелось бы акцент сделать на логике и плюс на то, что обучение, которым мы, допустим, занимаемся, оно не краткосрочное. Не все зависит от преподавателей. Все зависит от комплексных мер, наверное, и от преподавателя, от его методики, от самого человека, который изъявляет желание. И дальше больше об этом можно рассказывать. В принципе, вот такая точка зрения. Вот хочу Мухаммада спросить. Мухаммад, у тебя есть опыт, как сказать, неудач в обучении, так скажем. То есть ты начинал, опять бросал, потом опять начинал, опять бросал. Я думаю, сейчас последний твой опыт оказался успешным. Вот расскажи, поделись с ребятами, которые вот сейчас учатся, либо уже там выучились, хотят там уже найти работу, может поискать, либо повысить свой уровень знаний. Что самое главное для успешного обучения, как ты думаешь? Во-первых, хотел поблагодарить за то, что вы меня пригласили. Хорошо меня слышно? Да, Марко. В общем, на самом деле мой путь оказался очень тернистым и извилистым.
Ты Вот. загнул прям. На самом деле так и есть, потому что я достаточно, вот, даже если говорить о том путь к становлению разработчиком, я хоть и с небольшой натяжкой, да, но я могу назвать себя, ну, хоть и начинающим разработчиком. В общем, путь пролегал на самом деле, все, ну, путь был сложным. Вот, если позволите, да, я расскажу вкратце, Давай, давай. как Не, мы вообще здесь началось. просто как общаемся, как это не Да, да, ну, я передача, понимаю, да. Да, Марк, ну, в молодец. общем, у меня опыта нет, поэтому вот бывает это. В общем, о чем хочу сказать. Началось все это, наверное, на годы растянулся, да, вот этот путь. Даже если брать вот именно вот сознательный мой выбор, когда я точно решил, что я хочу стать именно разработчиком, и конкретно веб-разработчиком, да, вот, он растянулся, наверное, на года 2,5, там, ну, я имею в виду активную фазу. Я там не говорю о том времени, когда я о верстке там, и все такое, ну, то есть это детский сад, по идее, об этом периоде вообще даже в смысле, рассказывать смысла нет, потому что я начинал, бросал. В общем, когда я понял, что я хочу стать разработчиком, вот, ну, именно хочу связать свою жизнь с JavaScript, в общем, и я постоянно пробовал сделать это самостоятельно, поэтому, вот как я говорит, ну, конечно, зависит от человека, но мне кажется, на самом деле очень тяжело самостоятельно вот достичь того уровня, который достиг я. Потому что, во-первых, тебе нужно постоянно себя подпитывать, нужно постоянно, а моментов, которые заставляют тебя, ну, как-то задуматься о том, чтобы бросить вообще это дело, да, там, ну, их на самом деле очень часто встречаются такие моменты. Вот я начинал, вроде бы в какой-то момент все шло гладко, потом, когда я сталкивался с проблемами и появлялось непонимание каких-то тем, да даже если я темы понимал, потом использовать все вот эти знания, которые у меня есть, у меня не получалось. Поэтому, естественно, это меня угнетало, и, ну, и я тогда задумывался о том, что у меня и так все неплохо, поэтому, пожалуй, я как бы, ну, я Когда-нибудь откладывал. вернусь, да, типа к этому. Да, я откладывал, вот. И это все длилось, я начинал JavaScript, бросал, вроде что-то начинал понимать, потом сложности, я бросаю. И вот где-то раза 3-4 я бросал, начинал, вот. А потом, вот в 2021 году я задумался о том, чтобы поступить в Интукод. Ну, наверняка многие, да, слышали из слушателей, зрителей, ну, вы Ну да, есть точно. буткэмп такой в Грозном. Да, вот. И на самом деле я сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я не был готов к Интукоду даже, да, но, возможно, я себя тешил какими-то надеждами, что я поступлю, и не получалось. То у них набиралась группа, то там и все такое. Вот, в общем, это было где-то в октябре 2021 года. С тех пор я пытался сам начать, но у меня не получалось. Вот. И после этого ну, мне рассказали о буткемпе Эльбрус, о нем вы тоже знаете, Ты и да? там побывал. Вот, вот, да, самое интересное, я пытался подготовиться к нему сам, но у меня не получалось, и это немножко, ну, это напрягало меня. В общем, я наткнулся на их подготовительные курсы, там около 10 тысяч, по-моему, да, 10 тысяч они просили за... То есть они подготавливали тебя к поступлению в Эльбрус. Я заплатил, вот, и мне попался очень хороший преподаватель. Вот. Тут очень важно, да, какой преподаватель тебе попадет. То есть и какой его метод, подходит ли тебе его методика, да, преподавание, его подход, и все такое очень важно, да. В общем, он тогда я реально немножко, я с другой стороны взглянул на JavaScript и понял, что я раньше ничего не понимал. Даже то, что я думал, что я понимал, оказывается, я не понимал вообще. В общем, вот я подготовился, в конечном итоге я поступил в Эльбрус, проучился там 2 месяца, и мне совершенно не понравилось, если честно. Мне не подошел ни формат обучения. Я учился на онлайн, в онлайн-группе. Вот, онлайн-формат мне совершенно не подошел.
были, ну, это вот, когда с тобой в группе реально титаны, как казалось, что они в программировании просто... Я даже задумывался, зачем они вообще пришли в Эльбрус, если они так хорошо разбираются. Их было так много, и, ну, естественно, с ними ты чувствовал себя немножко, чувствовал себя не очень. В общем, и вот кое-как я сдал 2 экзамена, уже потом, я, честно говоря, и стресс, немножко морально был немножко подавлен, чувствовал себя не очень, и физически. Поэтому я решил заморозить в феврале 22 года, нет, 23 года я заморозил обучение. Вот, а в мае, да, Ислам, не дашь соврать, или когда первая информация появилась о вашем буткемпе? Соло ты имеешь в виду, да? Где-то в мае. В мае, да, где-то в этом районе я увидел, ну, где-то в это время я услышал, даже, по-моему, мы с тобой созванивались. Вот, естественно, меня это заинтересовало. И главная причина – это офлайн обучение, формат обучения, преподаватель с тобой весь день. И, ну, естественно, это мне импонировало вообще сама идея, потому что я понял, что онлайн – это не моя вообще тема, хотя многим она подходит, в общем. И, естественно, ну, и в плане финансовой составляющей, то есть абсолютно меня устраивало, да, потому что деньги были на самом деле небольшие, за буткемп. Поэтому, ну, в общем, я сдал вот эти несложные тесты, поступил. Что хотелось бы сказать об обучении в буткемпе, да, если... Сейчас лучше, да, рассказать, что я думаю о буткемпе? Чтобы люди не подумали, что это какая-то прямая реклама Соло, мы о минусах и о плюсах поговорим. Нам вообще интересно просто формат обучения, ну, разные форматы обучения хотелось бы обсудить. У тебя просто опыт есть и онлайн обучение, да, и самообучение, у Яхи тоже опыт есть, у меня, у Бекхана. Нам интересно было поделиться именно с ребятами, кто нас смотрит, то есть уверен, что пришли не только те, кто хотят там на фронтендера учиться, вообще понимать подход к самообучению, допустим, или если они даже будут выбирать там какой-то центр или буткемп, все-таки сейчас очень высокие цены, там какой бы ты курс ни взял в этой сфере, довольно много денег просят. А если мало денег просят, это значит, что это плохой курс. Вот так обычно нужно понимать расценки, да, и смотреть на них через такую призму. Именно особо мы можем поговорить там в конце просто, да, и именно объективно посмотреть, потому что все-таки мы это делали как эксперимент, да, вот сейчас второй буткемп, если у нас получится его запустить, для нас уже с большим, так скажем, опытом, да, все-таки 4 месяца прошло, мы хотим его, конечно, сделать еще лучше. У Яхи там, да, какое-то понимание появилось там по программе, по дисциплине, по подходу какому-то, да, по аудитории, хотя у него есть там опыт и ранее там курсы преподавал, все-таки в буткемпе в таком формате, когда ты каждый день с ребятами там сидишь, с ними общаешься, с ними там на онлайн созвонах, если там вдруг заболел или еще что-то, ты как бы контролируешь полное погружение в профессию, потому что 4 месяца каждый день с ними заниматься, почти каждый день, это огромный, как бы ты огромную энергию передаешь и теряешь, по сути, да. Это нужно еще как-то уметь к этому всему подход найти. Если человек сам не имеет там преподавательского образования, да, все равно будут какие-то косяки, но главное, чтобы был результат тот, к которому стремились. То есть ты можешь пройти через какие-то минусы, плюсы, но получить большое, хорошее результат. Знаешь, самое главное преимущество офлайн обучения, оно и заключается в том, что преподаватель, да, он все время находится с тобой, да, поэтому я и на самом деле, мне кажется, и намного большие деньги можно заплатить, да, потому что самое ценное реально – это время и внимание преподавателя, который с тобой, профессионала в этой сфере, Конечно. который находится, потому что на самом деле, как я уже сам сказал, у него не было ментора, да, поэтому это заслуживает на самом деле уважения, потому что самому взять, не бросить и двигаться в этом направлении, я, допустим, я бы, наверное, не смог. Поэтому, наверное, я бы не смог, поэтому мне и пришлось воспользоваться, да, как бы помощью знающих, да, чтобы достичь этого уровня, поэтому на самом деле
вот я бы не променял вот это достоинство главное, да, буткемпа, именно вот ни на что, вот на самом деле, ни на какое онлайн обучение. Вот, мне кажется, в этом и заключается самая главная ценность и эффективность вот этого Ну, об этом, буткемпа. кстати, в комментариях тоже говорили. Вот я могу зачитать пару комментариев к посту в Телеграме. Эффективное обучение, один пишет, отказ от курсов буткемпа в том виде, что они сейчас есть, и понятие менторства. Важнейший навык в IT – умение находить информацию самостоятельно, пишет один. Муслим Илгароев ему ответил, наличие ментора – это очень хороший буст, я считаю. Потому что ментор равно учитель, как в школе. Ментор – человек, который наставляет, показывает, что нужно изучать, куда двигаться, поможет с резюме, поможет подготовиться к собесам и так далее. Наличие ментора не значит, что ты лишаешь себя возможности к самостоятельному обучению. В целом, довольно скептично отношусь к курсам, но считаю, что самый лучший из всех возможных – это с гарантированным трудоустройством. Ну вот это про гарантированное трудоустройство, конечно, мало у кого есть эта возможность напрямую. В основном это маркетинг. Мне кажется, это маркетинг по большей части. То есть изначально начался как маркетинг. И по большей части никто никого гарантированно не трудоустраивает. Но я слышал, что у больших корпораций, типа Skillbox, такая возможность была, типа у Нетологии в начале, по крайней мере, сейчас не знаю как. И, они, конечно, не всех трудоустраивали, а именно тех, кто окончил вовремя программу, потому что там есть время поддержки кураторами, пока ты там домашки себе сдаешь. Единственное, вот мне онлайн-образование сегодняшнее, по крайней мере, по моему опыту, вообще не нравится. Потому что вот эти видеозаписи и домашки, без каких-то онлайн-созвонов, да, как это у них выглядит, без каких-то, без возможности там напрямую какой-то вопрос задать, а не через какую-то Google форму, знаете, или в комментарии где-то писать. Но мне кажется, это вот прям большая преграда между человеком, который учится и который обучает. Вот, наверное, офлайн поэтому хорош, что ты, во-первых, у тебя дисциплина есть, да, то есть ты приходишь куда-то в помещение, ты садишься, там приходит препод. Я, кстати, извиняюсь, сегодня болею, не стал откладывать стрим, но могу иногда кашлять или чихать даже. Ну, о чем я говорил, что типа ты приходишь куда-то в офис, приходит препод, и ты с ним, там, 2 часа, 3 часа, неважно, сколько занимаешься, и он тебя как-то контролирует, и еще это дополнительная мотивация. Я вот думаю, все согласятся с этим, что в офлайне это самое важное, особенно сегодня, когда нам сложно контролировать вообще свою жизнь, когда у тебя такой там поток всяких задач, развлечений, информации вокруг, и тебе бывает сложно держаться на чем-то одном, на какой-то одной цели долгое время. А в IT очень сложно за быстрый период чему-то научиться. У тебя там может полгода, год уходить на такие вещи. И вот этот промежуток времени сложно держаться долго. Продолжим. В IT вообще учеба не заканчивается, ты постоянно учишься. Поэтому. Да. И ты вот говорил как раз про офлайн, что тебе именно подошел такой формат. Самое интересное, Ислам, вот мы сказали о Skillbox, да, и о Geekbrains, там, я не знаю, по Яндекс.Практикуме. Во-первых, там период обучения достаточно большой, то есть там, по-моему, около года у них длится обучение, насколько я знаю. Вот, по крайней мере, в Яндекс.Практикуме вот я интересовался. Вот. Мне кажется, очень много воды. Вот конкретно в направлении, я беру свое направление, веб-разработка, да, потому что я до того, как выйти в Эльбрус, да, я как бы изучал этот вопрос в плане, в финансовом плане они выгоднее были, да, то есть я тогда обучение в Эльбрусе стоило около 230 тысяч, а там здесь я мог за 100 тысяч выйти, Поэтому, но, если честно, прочитал отзывы, поговорил с людьми, которые там учились, и говорят, и мне не очень я вообще не захотел сюда идти учиться, поэтому я выбрал супер интенсивное обучение в Эльбрусе. Вот, там нет таких недостатков, о которых ты говоришь, да, вот в плане присутствия преподавателей. Но там, в принципе, помощники всегда есть, да, кто тебе там что-то подскажет. Но все равно это, видимо, индивидуально. То есть субъективный такой момент, подходит тебе или нет. Потому что ты еще понимаешь, что когда вся группа, когда собралась, моя группа была очень сильная, то есть там были, видимо, с бэкграундом уже люди, которые там
ну, видимо, изучали, чуть-чуть бросили там и опять возобновили обучение, или там, ну, реально сильные были парни, да и девушки. В общем, поэтому немножко сложно было, потому что они не особо хотят, когда кто-то слабее, им хочется с более сильным, да, как бы заниматься, там, работать, взаимодействовать. А с более слабым, ну, вот в этом плане было сложно. Поэтому, ну, как бы, Да, в это этом тоже, кстати, минус большой. Когда ты обучаешься в сильной группе, то больше будут внимания уделять, чтобы этот паровоз, так скажем, разогнать, а ты как отстающий вагон там сзади катишься, конечно, сложно будет. А, да. ребята, вы можете просто в диалог включаться. Просто я телеграмму перекрывал камеру, мог не заметить. По-моему, Бигхан хотел высказаться. Да? Мухаммад, вопрос к тебе. А, Насчет онлайн-образования у меня есть несколько, как говорится, точек зрения. Но начинать нужно с оффлайна, это 100%. Вот сейчас как ты думаешь, вот онлайн тебе подошел бы после того, что ты получил на оффлайне? Знаешь, я уже получил основной, вот у меня уже есть фундамент. А, То есть я убежден, что, вот как ты говоришь, что начинать нужно не всем, но я считаю, что более погружения, в плане эффективности оффлайн обучения всегда будет намного лучше, чем Согласен, онлайн. Это, согласен. мне кажется, даже ну, спорить Да-да-да. с этим бессмысленно, потому что вот конкретно в моем случае я могу сказать, да, вот я учился у ЯГИ, и на самом деле не жалею вообще ни о денежном вопросе вообще говорить смысла нет, потому что на самом деле цена была, ну, то есть можно было и в 2 раза, и в 3 раза больше заплатить. Я считаю так, это в смысле чисто мое субъективное это. И когда преподаватель рядом с тобой, когда он может тебя исправить, когда он может тебе подсказать, а ступор бывает, он всегда будет, и морально очень тяжело на самом деле бывает двигаться вперед, дальше. Вот. А когда у тебя есть человек, который тебя направит, подскажет, исправит, ну, никогда не сравнится, потому что даже вот когда я учился в Эльбрусе, вот там были такие помощники, их называли. То есть ты там заходишь, там около 30 румов, да, ну, вот, комнат, в Zoom, и ты просто пишешь help, и они там, ну, помощники там, преподаватели редко были обычные помощники. Это те, кто недавно закончил буткемп, вот, и которые там, может быть, за какие-то деньги, на небольшие, наверное, как-то им помогут, а может и бесплатно, я не знаю. Они им помогали как бы. Поэтому я считаю, я не буду далеко сейчас в глубокие воды уходить, я считаю, что оффлайн обучение, если у тебя есть база, а оффлайн обучение дает тебе эту базу, если у тебя есть база, дальше ты уже можешь идти сам, можешь покупать онлайн-курсы, вот у тебя есть на что, да, если у тебя есть фундамент, на что ты можешь уже сам кладку делать, то есть и строить, вот ты уже знаешь, что тебе нужно, вот я получил эту базу, и ну, за что я реально благодарен ну, вашему учебному центру, вот. Поэтому безусловно, я считаю, что оффлайн обучение, ну, как бы, наше все, как говорится. У нас комментарий пишет, это точно не реклама Солова. Смотрите, я объясню, просто может показаться, что мы здесь рекламируем Соло, на самом деле Соло особая реклама-то и не нужна бывает, потому что, допустим, буткемп, он для всех не подходит, у нас есть вступительный тест, да, вот, допустим, там сделать одностраничный какой-то сайт, но ну, сейчас у нас будет набор на новый буткемп, опять же, мы собираем тех, у кого уже есть какой-то опыт в программировании, хотя бы там начальный. А мы обсуждаем просто образование в сфере IT с точки зрения и владельцев там какого-то учебного центра, и людей, которые работают в сфере образования там какое-то время. Там, у каждого из нас, ну, самый большой опыт у Бикана, именно преподавания, допустим, да, а у меня, у Мохмуда там есть опыт обучения. То есть мы на разных курсах, то есть больше сегодня беседа про то, как учиться эффективно и какое обучение более эффективно, потому что там, ну, разные люди пишут, даже вот в интернете многие обсуждают, и я вижу ребят, которые начинают обучение, потом бросают, потом опять начинают, потом опять бросают, либо там не могут выбрать какую-то профессию. Нам сегодня важно, ну, хотя бы какую-то предпосылку, не знаю, там, или содействие в каком-то решении этих вопросов сделать. Просто обсудить даже тему
современного образования, особенно в онлайн формате, то, что есть сегодня какие-то курсы доступные, да, и люди туда идут, надеясь, что они там что-то получат, прям вот такое, что они там за 3 месяца могут сразу пойти себе работу там найти, еще что-то. Мы пытаемся дать понять людям, что скорее всего это не так. Хотя маркетинговые там лозунги бывают огромные, там прям они тебя шокируют, ты думаешь, все, надо бежать срочно учиться программированию. Но на самом деле не нужно им учиться всем подряд. Ислам, то, Есть что я много тоже разных, скажу, да, есть много разных профессий просто в этой сфере, куда ты можешь попасть. Но и выбирать нужно очень тщательно. Программы, да, обучения смотреть, с преподавателями знакомиться, приходить там на какие-то мастер-классы, пробные занятия. Да, Виха? даже более того, я скажу следующее, допустим, ты, наверное, Ислам, знаешь об этом. То есть, когда к нам приходят, допустим, клиенты, к нам, получается, в учебный центр, так и в коде, вы знаете, да, мы работаем по коде, с детьми работаем. Да. Работаем с взрослыми. Когда взрослые приходят, вот они начинают учиться, если мы видим, что нет обратной связи, не ходит, не учится, нет интереса, мы его просто отчисляем. Ну Чтобы да, он да. деньги свои не платил и время не тратил. Мы стараемся, чтобы человек свои деньги не потратил. На самом деле, это Да-да-да. какая-то социальная больше То работа. есть, по крайней мере, изначально у нас было такое намерение и цель работать на качестве в первую очередь. А когда, допустим, приходит, такой пласт людей в любом случае будут. То есть они увидели рекламу, им захотелось, они думают, что они резко там разбогатеют, приходят, им кажется сложно, но из-за того, что мама сказала, что нужно учиться, он все-таки ходит. Мы это видим, мы ему даем некоторые шансы. Если он не исправляется, мы ему аккуратно говорим, слушай, тебе не подходит тут. Мы не говорим, что ты там плохой, у тебя нету никаких этих навыков. Мы просто говорим, тебе тут не подходит, давай, может, ты другое что-то выберешь. Или пока отдохни, не трать свои деньги. То есть у нас нету цели заработать. В первую очередь у нас цель дать максимально из того, что мы знаем, качественное образование. Как Плюс, говорится, да, еще ваш нужно... максимум дать качественное Да. образование. То есть это наша основная цель. Да, Ислам. Ну, нужно еще понимать, что есть, у нас, допустим, есть вот фронтенд, да, есть море других курсов различных, и не обязательно вам идти во фронтенд. Допустим, Сова сейчас представляет именно фронтенд курс, да, точнее, bootcamp. Есть в Альбурсоиде, по-моему, не только, да, фронтенд курсы. Он же в Нальчике, да, находится, Махмуд? Что, еще раз я пропустил момент. Повтори, Эльбрус, пожалуйста. вот этот bootcamp, где ты онлайн учился, он же и офлайн проходит. То есть туда можно... Эльбрус? Да, да. Эльбрус? Да, Эльбрус у них 2 кампуса в Москве и в Питере. Вот, а так он... проходит. Да? То есть туда можно Да. поехать, и там это, наверное, другую цену. Вот есть такой Адам Балкоев, вы наверняка Да, знаете, конечно, да? конечно. Вот, я с ним как бы, я вот с ним общался, то есть, он мне посоветовал, он мне тоже говорит насчет погружения, он мне говорил, что лучше по-любому приехать и учиться офлайн, а не онлайн. Вот, к сожалению, у меня не получилось в Москву, чтобы поехать и учиться, достаточно много нужно, обстоятельства мне не позволили мои поехать, поэтому, у них вот кроме 2 кампусов больше нет, только в Москве и в Питере. И я, кстати, я не говорю про обучение, мне кажется, у них хорошее обучение и программа хорошая, да, просто вот конкретно для меня, мне онлайн-формат не подошел. А так это индивидуально. Яхью тоже спросим, а то Яхья давно ничего не говорит. Яхья, хотел у тебя узнать, ты обучался самостоятельно, у тебя получилось обучиться самостоятельно, найти первую работу, да? Допустим, сегодня рынок там довольно, ситуация на рынке более сложная, так скажем, чем там 3-4 года назад, да, когда типа получилось там работу найти. Но вот, допустим, у тебя, возможно, там склад, характер, подход к работе, к обучению был другой. То есть, может, ты усидчивый, может, целеустремленный, может, у тебя есть какие-то свои лайфхаки, может, ты поделишься ими. Сегодня ты же видишь, да, вот у тебя много разных студентов было, и онлайн, и офлайн. Что ты в первую очередь будешь советовать тем, кто вот, допустим, хочет там куда-то поехать на bootcamp или, допустим, онлайн обучаться? Я бы, наверное, первый сказал бы, что важны скиллы,
hard-скиллы и soft-скиллы. Не то, что hard-скиллы, soft-скиллы важнее в первую очередь, потому что сперва, если у тебя нет soft-скиллов, то до hard-скиллов ты не доходишь. То есть, когда, допустим, ты собеседуешь с кем-то, ну, у тебя компания, да, компания где-то. Если ты вначале не расскажешь какую-то теорию, то, что знаешь, то есть до практики ты не дойдешь. То есть, получается, в первую очередь нужно изучить теорию. То есть, теорию чего-либо. То есть, это уже soft skill, как ты разговариваешь, как ты общаешься, умеешь ли ты вообще общаться. Вот они учитывают это все. И после того, как ты уже, допустим, там прошел теорию, ты идешь до практики, там уже, там, если успешно все сделал, так, тебя берут какую-то, там, предлагает оффер. Вот. А до того, как дойти до собеса, я, наверное, советую в первую очередь изучить теорию, то есть по вашим направлениям, это в первую очередь. Потом подготовить хорошее резюме, заполнить его несколькими проектами, пэт-проектами можно заполнить, то есть хорошими пэт-проектами. И все, я думаю, HR будут, допустим, я думаю, связываться с вами, писать вам и там звать на собес. Я думаю, так. Раньше так было, и сейчас так. Я попробовал сейчас недавно. Мне уже писали. Как только я уже что-то изменил, поднял свое резюме, допустим, я имею в виду это HeadHunter. Я просто поднял свое резюме, там у меня где-то 3 с чем-то опыта. 3 с чем-то опыта у меня там года. Мне сразу начали писать. То есть, что ты делал в этом там проекте, там этом. То есть, ну, они там уточняют уже каждый минут. Вот, я советую первый, как уже сказал, резюме подготовить и там подтянуть теорию. Давайте будем говорить про фронтенд, хорошо? Про фронтенд, допустим, там изучить основные направления, там JS, React. Если не знаете JS, то React вы не доходите. То есть вот так вот действует. Все. А если говорить о софт-скиллах во время обучения, то есть как не срываться, как не забрасывать обучение, то очень важно же как-то целеустремленно обучаться и, знаешь, не перегорать, вот вовремя как-то останавливаться. Да, я понял вопрос. Основном, допустим, если мы посмотрим какой-нибудь видеоролик, то есть в YouTube давайте, там основном сперва показывают там теорию, потом только практика. Я считаю, лучше сделать наоборот. То есть сперва объяснить, что, как делать какая-то там функция или что, какое-то действие чего-либо, а потом уже рассказать теорию. То есть я думаю, вот так понятнее. Вот таким образом я сам изучал все. То есть дебажил все, я изначально не знал теорию, просто там писал какой-то код, только потом понимал, допустим, что я написал, точнее, вот. А вот ситуацию на рынке ты наверняка знаешь, да, что сейчас сложнее найти работу джуна? На самом деле сейчас, да, нам сейчас немного посложнее, просто приходится уже там хотя бы там Junior Plus там, подтянуть все знания, там, изучить дополнительные какие-то библиотеки, уже более посложнее проект какой-то написать и подготовиться, я думаю. И обязательно там кто-то напишет в любом случае. И каждый день там писать HR или в Телеграме, находить их ники или, допустим, там отклики, Ашашу, допустим, Хабре писать. Понятно. Но вариантов много на самом деле. А найти работу, я думаю, можно. Там, в любом случае можно. Потому что сейчас HR сейчас, у них сейчас такое положение, что, как сказать, сложное положение. Они сейчас ищут многих разработчиков, но они в основном ищут мидлов, потому что многие специалисты уехали уже, и им нужны уже какие-то самостоятельные уже фронтенд разработчики или там стек, неважно. То есть тебе нужно стараться показать больше, чем просто джун, правильно? Да. Потянуть уже теорию, практику уже под middle, там, Junior Plus, чтобы они как-то думали, что у тебя какие-то знания есть. Даже если у тебя нет опыта, там, пусть там год у тебя стоит, если им ты понравишься, они могут тебя взять. Окей. Тут спрашивают, ассаламу алейкум, что скажете насчет IT-школы в Магасе, которая строится? Там строится IT-школа, разве? По-моему, там... Хан, ты знаешь что-нибудь про нее? Можно я скажу, да? То, что я знаю. Или Бекхан, вот если Бекхан по очереди выскажитесь. Говори.
Не, давай ты сначала. Так, относительно Гутриевской школы, правильно? Не знаю, наверное, насчет нее. Да. Ну, 21, в да, общем, по-моему? это получается франшиза по школе 21, вы, наверное, про нее слышали. Изначально это была французская школа 42, они здесь работали в России. Потом, не знаю, ввиду обстоятельств, каких-то обстоятельств, они отказались работать в России. Вот. И в результате школа 42 стала 21, как я знаю. Знаю людей, которые там обучались, довольно-таки очень хорошо обучают. Но мы все должны понимать, что главный ресурс в этом процессе образовательном – это сам человек. Это сам человек. В общем, насчет направлений тоже у них хорошие специальности востребованные, и они тоже, по-моему, предлагают определенно, ну, после учебы предлагают, обустраивают их на работу. Вот. В год они планируют обучать по 500 человек. Сейчас у них идет прием заявок, можно так сказать. И по моим данным, как они мне тоже говорили, у них набралось по заявкам свыше 1000 человек, и они их будут потихоньку отбирать. Потому что хотят все, но в любом случае, вот у нас тоже по буткемпу было человек, если у него есть желание, но у него нету, допустим, хотя бы минимум того, что нужно. У нас, помнишь, если там были экзамены, то есть, конечно, мы его не принимаем на учебу, потому что ему нужно хотя бы что-то доучить, получается. То же самое и у них. Да, азы какие-то Да, понимать. в любом случае какой-то бэкграунд нужен, какие-то знания нужны, и они их будут тестировать и, соответственно, потом дальше уже обучать. Можно, да, я скажу. Вот насколько я изучал, у меня Нохуст поступил, прошел вот этот отбор начальный, да. Там было, по-моему, 2 логические какие-то задачки, несложные относительно. Вот. И вот мне не очень понятна их система обучения, если честно, потому что, насколько я знаю, и на их сайте, на их сайте так написано, что там нет вообще менторов, там вообще нет преподавателей. То есть ты приходишь И нет в плане основных... обучения. Просто сидят все. Я очень понимаю, почему, я сейчас объясню. Вот ты приходишь туда, там первые 26 дней после того, как ты поступил, да, вот, то есть начинается 26 дней, суперинтенсивный, вот эти месяц проводишь, по-моему, насколько я знаю, каждый день, и ты изучаешь языки общего назначения, что-то из C семейства, не знаю, то ли C++, то ли C#, я вот эти моменты не знаю, но тот, кто прошел вот этот этап, дальше уже продолжать, то есть начинается основное обучение. То есть, и насколько я знаю, по срокам, там обучение бесплатное, но насколько я понимаю, там, насколько я знаю, сроки достаточно, не маленькие, то есть там около года, насколько, вот могу ошибаться, но насколько я понял. Поэтому мне немножко там, вот вы вроде собираетесь, студенты собираются, вам дают какие-то задания, да, и вы их выполняете, там, по-моему, около 20 заданий ты должен выполнить за все это время. Не знаю, как это все работает, но я тоже слышал, что эффективно, но не могу, мне немножко непонятно, вот, как это все происходит, если честно. Вот это все, что я знаю в этой школе. Не, это интересно, просто как-то непонятно, типа, если ты дальше всех ушел, ты должен других обучать, что ли? Рассказывать им то, что ты понял? Видимо, там, видимо, они делают упор на именно вот эту коммуникацию между студентами. То есть кто-то посильнее, по-любому, кто-то послабее, он подтягивает того, кто послабее, и вот они вместе двигаются. Не знаю, как это Просто на деле. в Ингушетии это немного Да, по-другому есть. может работать, мне кажется. Да, кстати, у этой школы есть такая фишка, я знаю, во Франции есть такая тема у них. Допустим, у вас есть группа студентов, которые, то есть вас разделяют. Есть сильные студенты, есть такие слабые студенты. Вот если слабые студенты отстают, у них получается, с них забирают баллы, поинты забирают. И вот работа, получается, в команде, общая задача команды, то есть этого человека подтянуть. И они общими силами, днем, ночью, там, не знаю, они не могут его просто так отчислить. Команда не может его убрать просто. Они его должны подтянуть. Вот. И такая, по крайней мере, так было во Франции, не знаю, как здесь было. Как. И такая тема у них была. Да, просто в Ингушетии у меня такое ощущение, что это может очень нехорошо сработать. Типа у нас, знаете, как бывает, даже вот на работу, когда ты, если выходит человек, если он образованный, хорошо образован,
то другие пользуются тем, что этот чувак умеет там отчеты делать, еще что-то. И они начинают типа ему все время приносить работу, и он все время эту работу делает. Причем даже Самое не интересное, вы занимается. слышали, что очень много говорят соседних республик, вот с Дагестана, много желающих, потому что школа 21, насколько я знаю, она есть в Москве, в Питере, в Казани, по-моему, и больше, по-моему, насколько я знаю, больше нигде В нет. Ну и Сургуте есть. в В Сургуте, да, ну Сургуте. вот много, там может быть 7-8 городов, но по всей России, то есть для такой большой страны это на самом деле мало. И ну, на Кавказе это точно первая школа, ну, то есть, Мгм. поэтому соседних республик, я думаю, много будет студентов, ну, желающих. И я слышал, что много, не знаю как. Ну, вообще надо перенимать опыт, конечно, Казани, перенимать опыт. Кстати, в Дагестане очень крутые есть программисты, которые там и конкурсы выигрывают. Надо принимать их опыт. Мне кажется, вообще надо было сделать какой-то кавказский, не знаю, хотя бы какое-то IT-сообщество кавказское, именно ну, официальное, чтобы можно было организовывать митапы, привозить их сюда, там, нас возить туда, делиться опытом. И чтобы это вот на уровне правительства, если бы это делалось, то ну, если это в Дагестане, там, в Чечне или там, в Кабардино-Балкарии возможно, то почему не у нас? То есть у нас, в принципе, ну, во-первых, государственная образованность, да, там, образование, точнее, когда мы получили государственность, да, примерно одинаково, так скажем, ну, после распада СССР. И, конечно, уровень может быть там экономически разный, при том, что мы там по всем фронтам на последних местах стоим, но все равно, в принципе, недалеко и Кавказские республики уходят, там Чечня, Дагестан, по образованию, как минимум, я знаю, да, вот мы на последнем месте находимся. Это, кстати, многое говорит нам. Нужно в первую очередь на образование делать упор. Мне кажется, если решить проблему образования, хотя бы начать ее решать, да, вот мы поднимемся там с 85-го хотя бы на 40, ну, на 60-е, окей, хотя бы 42-й, ага. Ну, на 60-е подняться, и уже другие какие-то проблемы будут решаться, той же наркомании, там, лихачество на дорогах, да, и так далее. То есть это тоже влияет, уровень образованности влияет на то, как человек себя ведет, что он выбирает в жизни, хочет ли он работать, да, потому что сегодня у нас там уровень безработицы тоже очень высокий. То есть образование очень многие проблемы может решить, если с ним работать. Так, а что у нас еще? Вопросы какие-то есть в чате? Давайте я посмотрю. Так, в Ютубе ничего не вижу, давайте в Телеграме посмотрим. В Телеграме. Здесь большие сообщения про то, почему нужен ментор. Ну вот здесь зачитаю кусочек. Чувак пишет, ментор это roadmap и вопросительный знак со смайлом. Потому что кроме этого я других функций у ментора не вижу. Любой вопрос, проблема, которая возникает у обучающегося, решаема самостоятельно. В процессе решения возникает новый опыт знаний и умение применять их в будущем. Ну, я понимаю подход человека, то есть вот есть люди, которые очень самостоятельны и вот очень упрямы, да, и они готовы любую сложность, которая у них там возникает при изучении кода, допустим, да, вот он JS учит, он готов перерыть весь интернет, форумы и найти Ислам, ответ. да, на это можно чуть ответить. Да. Смотрите, да, в группу писали насчет вот ментора и так далее. Допустим, если человек так воспитан, конечно, он так будет искать. Воспитание, как мы сказали, как Ислам до этого сказал, относительно нашего образования, если, конечно, один вопрос с образованием решит, у нас автоматически должны решиться вопросы с безработицей, с медициной, то есть они автоматом отпадут. Почему люди, которые образованы, которые обучались в разных университетах, допустим, России или же, допустим, за границей, почему в большем случае эти люди, они устроены на работу? Потому что они старались, то есть они себя на этом воспитывали, то есть они воспитывали себя. А другое дело, когда тебя на работу устраивают знакомый, знакомая. Но из того, что вот из моих знакомых, допустим, вот мои знакомые, да, которые на работу устраивались, даже из-за границы, то есть они как-то сами устраивались. С помощью Всевышнего, конечно, в первую очередь. А так причина была в том, что они сами в течение вот многих лет они упорствовали. Они куда-то выезжали, они старались. То есть
наверное, Всевышний человека не оставит. Он и так его не оставляет, хоть он и безграмотный, хоть он без образования, он его никогда в жизни не оставит. А так, одна из хороших причин, образованный человек, он без хорошей работы не останется. То есть его будут завлекать все время. Вот я до этого сказал очень интересную штуку, да. То есть как только я повысил свои навыки, да, допустим, по веб-программированию, плюс он это указал в своей анкете, ему начали звонить. То есть эту историю мы знаем. То есть умные люди всем нужны. На любых объектах, в министерство, они всегда нужны. Будет, конечно, и другая категория, которые будут просто ничего не делать, но в большем случае умные люди, они всегда нужны. Да, нельзя плыть по течению, особенно сегодня, когда у тебя постоянно меняется не только там образование, постоянно меняется вообще весь мир вокруг тебя, современные технологии, они привносят что-то новое, процесс обучения в работу, в экономику, в общество, и ты, если там, получив образование в университете, думаешь успокоиться, там, плыть по течению, где-то зависнуть в офисе, это неправильно. Если ты хочешь там стать хорошим фронтендером, допустим, ты отучился где-то на джуниора и думаешь, вот как мне сейчас искать работу, тебе нужно как раз-таки стараться выделиться. То есть сейчас конкуренция, особенно на рынке IT, она очень высокая. И благодаря, так скажем, тому, что появились всякие водянистые курсы с гарантией, так скажем, в кавычках, трудоустройства, да, и благодаря тому, что произошли события различные политические, и пришлось Ислам, брать тех, у кого есть, да. смотри, Ислам, почему, допустим, очень многие люди боятся вот этих конкурентов всяких, да, то, что рынок насыщен и так далее. Конечно, изучать сейчас, допустим, какие-то языки программирования в виде Lisp или же, допустим, QBasic, конечно, нету никакой необходимости. Но изучая современные технологии, если там есть, допустим, очень много конкуренции и так далее, то есть ты должен понимать, значит, есть и востребованность. Она не может просто так появиться, есть и востребованность. И люди, они боятся этого. Нет, там слишком много, там слишком это, и все, они отступают. Ну ладно, он отступил. То есть он же должен переключиться на второе дело, правильно? Он не переключается и уходит в некий пассив уходит. Если ты считаешь, что в веб-программировании есть определенная, допустим, огромная конкуренция, тогда уходи в этот, допустим, в искусственный интеллект. Или же уходи в дизайн. Допустим, я дизайн не люблю. Да, там все время говорят, мои знакомые тоже, когда обучались, там слишком много этих конкурентов и так далее. Но тем не менее, люди, которые обучаются, они находят работу. Люди, которые, допустим, через месяц пойдут на учебу, допустим, 100 человек пошли, они найдут работу в любом случае, если обучатся, если будут какие-то инструменты. Но ты, если ты не попробовал, не постарался, конечно, ты ничего не получишь. Это же нужно попробовать. Так что вот эти всякие разговоры насчет конкуренции, востребованности и так далее, мне кажется, это лишние разговоры, по причине которых человек, он как-то уходит в депрессняк, уходит и в пассив уходит. Так что если мы все так будем думать, это получается, нам отсюда выходить не нужно из дома, значит, домашних очагов. Мы должны дома сидеть. Наоборот, мы должны в такие сложные времена, которые сейчас даже, они будут, да, Эндели, они есть, нам нужно, наоборот, еще лучше себя вести. И делать упор на образование, на какие-то другие вещи ключевые. Ислам, у тебя микрофон выключен. Сейчас, да, я здесь. Еще хотел добавить, что у многих ребят среди молодежи, я не знаю, может, как бы понятно, что не у всех, но у тех, кого я встречал, большинства, у них есть проблема, когда они довольно застенчивые и не то чтобы замкнутые, такие закрытые, так скажем, личности среди молодежи. И это тоже очень влияет на собеседованиях, когда ты, допустим, какой-нибудь джун, который ищет работу, и ты общаешься с русскими, да, в основном работодателями, они делают акцент на том, что ты там необщительный, допустим, да, ты там не начитанный, не знаю, у них там бывают вопросы помимо тех собеседований, еще просто тебя как личность раскрыть. И им это тоже важно, потому что им не нужен какой-то сноб в команде. Плюс они смотрят на то, что ты кавказец, да,
Вот там есть какие-то предрассудки у них, которые тебе за счет своей харизмы, за счет общения, ты можешь подсознательно их очистить, как бы их голову от всяких предрассудков. И этому тоже нужно учиться. И нужно общаться, нужно чаще быть на людях, находить друзей, ну вот в интернете чаще общаться, там приходить на какие-то митапы, встречи, самому их организовывать там у себя дома или просто в кафе ребят приглашать. Нужно окружать себя умными людьми, не теми, кто может тебя завести там в какую-то дыру, там, не знаю, долгов или наркотиков или еще чего, лордолды. Но у нас это прям участилось, у нас очень много молодежи, которая страдает от наркотиков и от того, что берут в долг. Я удивился, что у нас есть проблема того, что у нас молодые ребята просят там у друзей, у родственников долг, не знаю на что там на разные, видимо, вещи, может и на наркотики, там, и просто даже, чтобы были деньги в кармане. Но от этих привычек и от таких вообще вещей нужно отказываться. Человек должен стремиться к самостоятельности, к дисциплине, особенно мужчина, к ответственности, к тому, чтобы отвечать за свою жизнь самому и не ждать, что ему там что-то с неба упадет. И это еще один как бы принцип, которым нужно, ну, который должен быть у человека, и он как раз-таки поможет иметь мотивацию там, дойти до конца там, обучения, устроиться на работу, более тщательно и прилагать усилия, так скажем. То есть это, мне кажется, тоже очень важный фактор. Я можно насчет одного момента скажу, Да. насчет вот комментария, который ты прочитал, насчет самостоятельного нахождения ошибок, да, и Да, да. ну, всегда все упирается во время, которое ты тратишь на устранение, на решение этой проблемы. Вот, допустим, в Эльбрусе это не поощрялось, вот когда мы занимались, да, вот, допустим, они говорили, не нужно сидеть 2-3 часа, терять, ты по большому счету, ты теряешь время, очень много времени, даже зачастую на мелочи. То есть, ну вот, спроси у знающих, а если ты 20 минут, ну, не знаю, в этом я не преподаватель, я не знаю, есть ли в этом большая польза или нет, или, ну, как бы, они говорили, больше 20-30 минут не трать на поиск решения проблемы. Проси помощи, и тебе объяснят, покажут, и ты пойдешь дальше. Потому что, возможно, там еще это делалось потому, что ты немножко тормозишь свое обучение. То есть, если ты один день пропустишь, это аукнется тебе в будущем 100%, потому что ты уже начнешь опаздывать. Поэтому они всегда говорили, учись. Ну, это вот, видимо, если ты в спокойной манере, там, ну, учишься сам и учишься, да, там, самоучка, и типа, ты никуда особо не спешишь, да, у тебя нет такой задачи, во что бы то ни стало, в ближайшие 3-4 месяца, там, 5 месяцев найти работу, выйти на хорошую, высокооплачиваемую работу, да. Вот. Если так, тогда, может, да, наверное, ты... Но, с другой стороны, вот они, наверное, не зря это делали, вот, говорили, что 20 минут не получается, говори, мы тебе поможем, вот, и... Вот. Насчет работы хотелось бы сказать, знаешь, потому что я очень часто слышу, ну, такие пессимистичные такие состояния по поводу работы, по поводу, там, ну, зачастую я даже слышу, вот мне знакомые говорят, там, было раньше 50 вакансий, да, там, а сейчас, ну, вот откликов на одну вакансию, да, а сейчас 500. То есть, ну, понятно, да, что раз в 10, да, увеличилось количество. Вот, то есть раньше тот, кто ищет работу, выбирал из компании, да, а сейчас компании выбирают из достаточно большого количества джунов, выбирают себе. Вот. Но опять-таки о том, кстати, возвращаясь к тому, о чем ты говорил, о софт-скиллах, я знаю множество случаев на самом деле, когда чисто за счет софт-скиллов, пусть даже хард-скиллы, да, вот эти технические знания, пусть отстают, но я знаю много случаев, когда чисто за счет приятного, ну, общения, вот когда видят, что человек адекватный, общительный, что он там, ну, любознательный, может быть, Да, какой-то, готов ну, учиться, стараться. видно же по человеку, когда он, ну, адекватно, когда он, ну, то есть, вот, и они вот авансом, можно сказать, да, вот они авансом брали таких на работу и на очень хорошие зарплаты, у меня много Да, у таких меня случаев. тоже есть Ну, такие знакомые, которые вообще чудесным, так скажем, образом, не зная там важных навыков технически, не имея важных навыков, устраивались на работу. потому что о чем, вот последний момент, я хочу сказать вот тем людям, которые немного сомневаются,
по идее, результат у Всевышнего. Мы должны делать причины, создавать причины, уповать на Всевышнего и идти. Волков бояться в лес не ходить, это не зря говорят. Поэтому, мне кажется, абсолютно нечего там бояться. Я уверен, что сейчас айтишников, в смысле, программистов много, но хороших программистов, их не так много на самом деле. Поэтому, если ты, Аллах, Бог, да, болей, причины делать, и мне кажется, и все будет. Еще, Ислам, насчет вообще работы, да, я знаю, что школы, допустим, ищут айтишников, они даже готовы студентов брать третьих курсов, четвертых курсов, насколько у нас есть востребованность в них. Другое дело, человек не хочет туда идти. Есть у меня студент один, их правда много, но один из студентов, не буду называть имя, но дело в том, что он после первого курса, получается, он куда-то на работу устроился, после 2-3 месяцев работы его зарплату подняли почти до 150 тысяч. Начинал он, наверное, с 30 тысяч. Вот. Конечно, когда мы слышим, допустим, зарплаты, мы слышим конечные цифры, 150. Мы не слышим 30-20 тысяч. Допустим, если я скажу, я зарабатывал 150, потом мне сейчас платят 400, люди запоминают цифру 400. То есть вот такие люди очень удивительные. Да. То есть в любом случае, как я до этого говорил, нужно упорствовать, как и где сагу. Да. Результат у нас причины, результат за Всевышним. То, что мы на работу устроимся, да, Эндер, или же мы не останемся без средств существования, то есть об этом и сомневаться не стоит. Мы видим, вот наш рынок, допустим, сколько, наверное, юристов мы выпускаем. С колледжей выпускают. У нас, допустим, 21 колледжей, если не ошибаюсь. Они каждый год выпускают юристов 100%, экономистов 100%. Университет выпускает юристов каждый год, выпускает также экономистов. Но эти люди как-то устраиваются. Некоторые есть юристы, которые поменяли специальность на IT. То есть, Ислам, мы с тобой знаем, да, таких юристов. Такие тоже есть. То есть они понимают, что да, в юриспруденции очень много конкуренции. Они поработали в юриспруденции буквально там 10 лет. У меня есть знакомый, который 10 лет проработал в юриспруденции, а потом поменял свою специальность на айтишника. Он считается очень хорошим юристом, он говорит, то есть, я и работал себе, и работал, то есть у меня проблем, говорит, не было, работа была. Но факт в том, что он больше захотел. И он захотел, он поучился, отработал, и, соответственно, сейчас на работу устроился. Вот у него первая зарплата, по-моему, 80 или 90 тысяч. Прям сразу же первая зарплата у него 80-90 тысяч. Вот, и что можно? Хорошо. Ну и в конце про набор я все-таки скажу. Соло, он, конечно, не всем подойдет. Просто нужно как бы дать должное Яхе. Он постарался реально сделать хорошую программу обучения. Мы берем только тех, кто реально будет стараться учиться. Мы расстаемся с теми, кто не выполняет там домашку, не ходит, не понимает там, и делает вид, что не понимает и так далее. У нас вот в последнем буткемпе отучилось 8 человек. Прошли 4 месяца обучения. Мухаммад один из них. И отзывы только хорошие. Как бы большая программа обучения. Там она у нас есть в телеграм-канале Solva06. Вы можете забить в поиск, посмотреть. Последний, по-моему, даже пост. Или предпоследний пост как раз про программу обучения. Мы стараемся дать чуть больше, чем Джун. Даже больше, намного больше, наверное, чем Джун. Я не даст соврать. Мы специально его просили. И он сам даже хотел обучать именно тому, передать вообще весь набор знаний, который у него есть. Конечно, это сложно сделать сразу, как бы за 4 месяца там. Но при этом, имея практику, вы сможете многому научиться. Будет вступительный тест в декабре. Нужно будет сверстать там одностраничный сайт на HTML, CSS. Это простое задание для тех, кто хотя бы 6-часовые там краш-курсы проходил на YouTube, просто интересуясь тем, что это такое может сделать. Если по онлайн обучению, я даже не знаю, вот, может кто-то из вас встречался с хорошими курсами, можно посоветовать просто ребятам, кто учится, либо YouTube каналы, которые вот реально
чему-то учат, и прям можно посидеть и бесплатно поучиться. Если, допустим, ты знаешь какие-нибудь хорошие YouTube-каналы, где можно получать информацию бесплатно, там, даже просто сесть, познакомиться с программированием. На самом деле, Ислам, я давно уже YouTube не смотрел, потому что с тех пор, как я уже обучился, я на самом деле просто брал, забивал и находил подходящего преподавателя, там, который нормально объясняет, закрепляет всю эту практику. Я знаю, что там есть канал Ульби ТВ вроде. Он на самом деле мощный канал. Парень, я думаю, умный, талантливый. Он хорошо объясняет. На самом деле, я смотрел несколько протестирований, у него смотрели, если честно, тестирование фронтенд разработки. Вот я у него там основу взял. Вот дальше уже начал сам уже изучать, углубляться. Лучше всего изучать документацию, начинать документацию. Любой, допустим, какую-то библиотеку берете, заходите в документацию, и там прям пункт по пунктам идете. Потому что там все по пункту можно пройти. Да, с официальной документацией. А сейчас есть англоязычная, также есть русскоязычная. Если нет русскоязычной, также можно Google переводчик подключить. Все. Я, Да. можно скажу, да, насчет нашего финального проекта, который я вот не любой middle даже, я даже думаю, у синьора бы возникали, да, вот достаточно много, наверное, моментов, которые нужно подсмотреть, там, вспомнить и все такое. На самом деле проект, вот даже вот который у нас был, да, там, ну, да, это реально, это далеко не уровень джуна, я считаю, да, ну, я не считаю, я знаю, что это далеко не уровень джуна, это, наверное, где-то ближе к мидлу, то есть там достаточно серьезный проект на самом деле. Вот. Ну, я не знаю, наверное, насчет как того, будет этот же проект или нет, но проект на самом деле серьезный, поэтому, ну, вот я об этом хотел упомянуть. Да, ну, вот то есть я к тому, что к тому, что вот те знания, которые мне кажется, они превосходят даже Джун Плюс. Вот поэтому, ну, такая, с моей стороны, такое дополнение. Вот там в комментариях пишут, что Виндертон и фрилансер по жизни хороший канал. Ну вот, уже можно посмотреть, посидеть тем, кто интересуется. Ну, фрилансер по жизни, он на украинский перешел, на украинскую мову, да? Вот, поэтому с тех пор, как он на нее перешел, уже смысла смотреть уже особо. Ну, там верстку можно у него посмотреть. Ну да, это основном для новичка там. Это вы уже за месяц пройдете, даже раньше, то, что он там делает. Так, давайте вопросы с чата тоже еще прочитаем. Планируются ли курсы для работающих? У нас в Solvo были курсы, был набор на курсы, но у нас, я не знаю, у нас проблема у ингушей, это безответственное какое-то отношение к учебе. У нас записывается 15 человек, приходят на пробное занятие 10 человек, а потом учатся вообще 5 человек. Из них потом еще двое могут вообще уйти в течение месяца. Поэтому для работающих я советую онлайн-курсы. Сначала попробовать просто в Ютубе забить, посмотреть и понять, серьезно будешь ли ты учиться или нет, и потом уже записываться, там, неважно, в Solvo или нет. Это уже как кому удобно, там, в офлайне обучаться или в онлайне. Вот. В принципе, наверное, все. Мы часик посидели. Кое-что хотел сказать, даже вот эти трехмесячные курсы, которые у нас там шли по 2 раза в неделю, 3 месяца, у нас были ребята, студенты, которые, ну, после прохождения курса устраивались на работу сразу же. Да, вот это софт-скиллов. Вот да, они базу взяли, в интернет что-то накопали, очень хорошо все объяснили, все разумно, и на работу вышли, я их тоже знаю. Ну вот эти двухдневные, то, что там 2 раза в неделю курсы у нас были, мне нравилось, что там бывали ребята, которые понимали, что такие курсы это как помощь к самостоятельному обучению. То есть, когда ты хочешь иметь ментора как бы под рукой, при этом ты, кроме того, что приходишь на офлайн занятия, ты еще дома занимаешься сам. То есть ты в Ютубе сидишь, там, не знаю, еще какой-то курс скачал, может, с торрента или книги купил, и ты практику пытаешься изучать, там, делаешь какой-то проект. В таком случае я понимаю, да, но бывает, что приходят люди, которые хотят там 2 раза в неделю учиться и там в конце уже стать мидлом каким-то и сразу искать работу, но так не получается. На буткемпе, да, на буткемпе понятно, что ты учишься каждый день, ты там огромное время уделяешь учению, там с 9 до 3, там, да, с 10 до 4 у нас.
Там ты, естественно, через 4 месяца ты за неделю проходишь вот этот 3-месячный курс, который 2 раза в неделю у тебя, да, ну, который у нас есть. Вот, поэтому там очень интенсивное обучение, к этому обучению не каждый готов. Многие работают, многие учатся, не каждый готов там оставить работу, оставить. Вот у Мохмед, допустим, он взял больничный, брал отпуск, он специально ходил на курсы, поставил себе цели и очень ответственно подошел к этому. У нас будут и другие отзывы, я просто не хотел делать подкаст чисто про соло, там, чтобы подумали, что какая-то реклама. Нет, мы говорим по факту, как бы, там уже кому интересно будет, те могут записываться. Опять же, не каждый... Реклама это когда заплатили или нет? Да не обязательно, мы же имеем доступ как бы к интернету. Просто у нас бывают такие эти моменты, что люди думают, что мы там хотим прям бешеную какую-то рекламу устраивать. Нам самим эта бешеная реклама не особо нужна. Ну и как бы за правду, больше за правду, поэтому... Не, мне самому хотелось, если честно, хотелось бы, чтобы больше молодых людей, ну и парней, и девушек учились, развивались именно в этом направлении, потому что, ну, Да. хочется развития для республики. Ну вот в последнем буткемпе у нас 2 девчонки учились, да? 2 девчонки, получается, Лида и Зайнаб. Да, точно. 2. Хорошо, ну ладно, ребят, благодарю, что пришли, поговорили. Я думаю, тема, конечно, она не на один подкаст, не на 2. Я бы хотел, если у меня получится, несколько подкастов провести с психологами и с людьми, которые будут в сфере образования, именно методологами, теми людьми, которые составляют новые программы обучения, так скажем. Они в основном, наверное, в частных каких-то школах, в Москве, не знаю, в больших городах, понятное дело, в развитых странах или в развитых городах. Но хочется с ним поговорить. С одним из них я уже разговаривал еще в декабре. Мне хотелось его офлайн позвать. И он, в принципе, был согласен. Причем даже за свой счет готов был приехать, там, поделиться информацией. Единственное, ему нужно было здесь оплатить там место проживания, типа там 2-3 дня или там день-два. А так он сам говорит, я езжу там по России, мне нравится, говорит, выступать. Он занимался разработкой программы обучения сотрудников Мегафона, и он делал именно сценарий приложения игры для того, чтобы операторы, по-моему, для операторов это было, для тех, кто работает с клиентами, для них была какая-то интересная такая стратегия, где ты через игру обучаешься, как правильно общаться, как решать проблемы клиентов. Вот, и мы с ним где-то час просто пообщались по телефону, очень интересные вещи рассказывал про различные там исследования, которые сейчас проводят корпорации для того, чтобы улучшить процесс образования, процесс работы с клиентами. Они вот огромные деньги на это тратят, всякие UX-исследования там и так далее. Такие деньги не тратят точно Министерство образования, к сожалению. Хотя они в первую очередь должны были заниматься исследованием, особенно в наше время, когда меняется очень сильно вокруг мир, технологии, экономика, все меняется. И работать по старым программам уже, мне кажется, не так эффективно, как раньше. По крайней мере, мы видим это по нашим там, племянникам и младшим родственникам другим. В общем, я Варясов Барков, что пришли. Если кто-то хочет высказаться, можете высказаться. Бекхан. Да нет, Ислам, я рясал, что она. Давайте, ассаламу алейкум тогда. Все, Аллаху алейкум, салам, рахматуллах. Давайте. Ассаламу алейкум, ратна.